В метро Москвы ищут кассира со знанием таджикского. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему это хорошо. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. На сайте объявлений обнаружили вакансию кассира в московском метро со знанием узбекского или таджикского языка. Географически вакансия расположена на станции Лесопарковой. Что видим в итоге? Указатели на таджикском и узбекском на станциях метро. В столичной подземке пояснили все для удобства приезжих, чтобы без лишних проблем они находили путь к миграционному центру. А теперь метрополитен ищет кассиров исключительно со знанием среднеазиатских языков. Кстати, не только подземка заинтересована в столь ценных сотрудниках. Вот свежая подборка. Оттуда ходят автобусы до миграционного центра в Сахарово. В социальных сетях подобную вакансию приняли прохладно и даже с агрессией. Москвичи взвыли, в голове не укладываются, пишут пользователи. Раз таджики и узбеки не могут выучить русский, значит, русских заставят это сделать, иначе работу не получить. А у них набирают со знанием русского? Интересно, сколько нам осталось по-русски разговаривать? Салам алейкум, русачки. Немедленно учите таджикский и узбекский языки. Скоро русский язык в Рашке исчезнет. Толерантность до добра не приведет. Чиновники сдают Россию без единого выстрела. Но, как отметил председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации Владимир Зорин, в диалоге с корреспондентом это логичный шаг со стороны метрополитена. Он разрешает возможные языковые сложности, которые могут возникнуть у иностранцев, направляющихся в миграционный центр, добавил эксперт. А как вы относитесь к тому, что на этой станции могут появиться кассиры со знанием нашего языка? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Зорин добавил, что это адекватная мера найти сотрудника, который бы владел узбекским или таджикским, либо нанять переводчика, который помогал бы кассирам общаться с иностранными пассажирами, пока в России идет языковая подготовка мигрантов. Угрозу для рынка труда работники со знанием разных языков, по мнению Владимира Зорина, не представляют. Знание других языков не отменяет знание русского. Для одной станции найдут максимум 3 человек, если они будут работать посменно, подытожил эксперт. Зорин также рассказал, что в туристическом центре Москвы по такому же принципу может понадобиться специалист со знанием китайского языка. Как вам такое развитие и адаптация к мигрантам в России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!